области. Вот за 30 километров до Тюмени начинается Тюменская область. Тюменский район. Ну как сразу поменялось-то. Сейчас посмотрим, как в Тюменской области дела с дорогами обстоят. Перед Тюменью весовой контроль. Все машинки проезжают грузовые через весы. И что-то там какой-то светофор еще, нифига себе. При въезде-то. Хоть бы до объездную, что ли, доехать, потому что светофор, наверное, должен начинаться. Это не светофор, у них этот микрорайон здесь какой-то московский. Помню я эту историю, да-да. Что они выехать здесь не могли. Повернуть туда я снимал. Так они взяли им здесь светофор, поставили. Нет бы развязку здесь какую-нибудь построить, чтобы не мешать им. Если вы там этот поселок им построили, так сделайте дорогу туда, чтобы они не мешали трассе-то вот этой. Похрену. Проще всего. Раз светофор поставил, что тут делов-то? Два провода соединил, плюс-минус. Все, светофор заработал и ушли отсюда. А развязку строить вы что? Это ж, блин, целая история. Это на всю жизнь, наверное, было бы у них здесь. Светофор-то, блин, что-то больно быстрый. Да, светофор-то горел. Дает нам 40 секунд на проезд и 70 секунд мы стоим, ждем. Тюмень. Вот она, Тюмень. Посмотрите-ка. Хрена себе тут этих комплексов, там конца и края их не видно. Хрена. Вот. Настроили сколько. Тут людей настолько и нету, чтобы жить-то здесь. Тут, смотрите-ка, там конца и края просто их не видно. Каких только хочешь. Квадратные, круглые, прямоугольные. Фига. Это у нас Тюмень-то у нас слева. Это справа они расстраивают. Не эти высотки. Прям, блин, столько много их. Каких только нету. Какие цветные прикольные домики построены. Обделаны. О, какой. Как замки. Все цветное. Прикольно. Все, с Тюмени выезжаем. Теперь следующий у нас Омск. До Омска 614 километров. Это вот с Тюмени я выехал. Такая дорога вот на Омск началась. Посмотрим, долго она будет. От Тюмени отъехал буквально 20 километров. И пробка. Аж коричневый там на навигаторе это все. Вот и езди. Вот как вот ездить-то? Там написано ремонт дороги какой-то идет. Тут они реконструкцию делают, смотрите. Тут вот уже надо. Вот новая дорога. Посмотрите, как они насыпь сделали. У них всю дорогу размыло. Все обочины сползли. Как они строят, я вообще не понимаю. Как они не рассчитывают, что вода-то с дороги-то будет куда-то уходить. Вот так они строят, вот так потом мы ездим. Несколько лет строят, чтобы мы месяц ездили, и потом они опять несколько лет строили, ремонтировали. Это у нас населенный пункт Богданинский. Интересно. Тут вывеска стоит на синем фоне, тут сразу через нее, через 10 метров на белом. А сколько тут аварий уже было. Прицеп-то весь разбили, надо. Все тут покоцали. Нет, да тут давно уже все это. Кончилась двухполоска, началась однополоска. Вот видите, как они делают. Здесь уже давно должна быть двухполосная дорога. Все уже заросло, все брошено. Это сначала начали делать, денег вылупили сюда хер знает сколько, а потом взяли и все бросили.
А теперь люди здесь ездят и страдают, и не понимают, что происходит, когда дорогу-то сделают. А никогда ее не сделают, наверное, больше. Все, он тут бордюрными камнями, все тут выложено, все красиво. Ливневки, все. Но дальше этого никуда ничего не пошло. Вот оно, строительство-то, видите? Ничего не происходит. Опять никого нету. Все разрыто, все вроде наполовину готово. Вообще тишина какая-то. Техника вон стоит вся. Никто работать не хочет вообще. Да, так они всю жизнь будут строить дорогу-то. Всю дорогу. Широко, узко, широко, узко, широко, узко. Посчитать, вот интересно, сколько здесь ремонтов в каждом регионе, нам с ума сойдешь. Я уже устал снимать вот это все дело ихнее. Просто нельзя вот просто сесть и ехать. Нет, так нельзя, надо везде стоять, везде прыгать. Вот ремонт как сужение прошли. И все. Вот проехали 5 километров и сами видите чего. Все встает опять. Да что ж такое-то, а? Я доеду до этого, елки-палки, Якутска-то или нет? Блин. И вот вся дорога вот в таких вот трудностях. Хреново, что вот никто не рассказывает, вот эти блогеры-то дорожные. Чего никто об этом не говорит? Я вообще ни у кого не слышал такие проблемы. Что вот на север ехать, что тут в пробках задолбешь стоять, что тут все дороги в ремонтах. Никто ничего не говорит. Зато рассказывают, где какие проститутки стоят, где пожрал он, где посрал, где поссал. Вот эту шлепанину подписчиков, блин, хер знает сколько у них. Я не завидую, мне вообще пофигу. Я не для этого делаю. Я делаю то, что этого хочу. Нравится мне вот этим заниматься. Правду рассказывать. А то по телевизору рассказывают, что у нас дороги классные в России. Все у нас нормально, все наладилось. Кто у нас? Путин-то как рассказывает? Сколько они тут в году-то, блин, дорог-то отремонтировали. Вот смотрите, как они ремонтируют дороги-то. А то, блин, я уже устал от этого вранья. Просто устал. Тем более я езжу. Вот я вам показываю, пожалуйста. Смотрите, какая у нас необъятная Россия. И как в России у нас порядка нет. Вообще нет нигде. Вообще в каждом регионе всем похрен. Ну как так, я не знаю, хоть найти в один регион, а? Сейчас поедем, будем искать. Там у нас еще Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Может, там дорога-то получше будет. Чтобы убрать нагрузку с моста, они взяли, перекрыли одну полосу. Чтобы в две полосы не шли, чтобы нагрузки не было такой на мост. Мост, короче, еле дышит. Это у нас, объезжаю я город завода Уковск. Железнодорожный мост через железную дорогу. Хрена себе. Как правильно, мост в каком состоянии-то? Вы мосты хоть ремонтируете, чтобы вот такой-то фигни не было. Колейность на дороге. Вообще едешь как мотает то влево, то вправо, то дорогу успеваешь ловить. Здесь эту дорогу не ремонтировали. Тут дорога-то просто вся полопалась. Уже не год и не два, наверное. Очень давно тут не ложил никто асфальт-то. Они только за Платовым приезжают. Тут смотрите, как продавило, как асфальт-то. Колейность-то какая. Хрена себе. Вот и Тюмень. Это, блин, такие богатые регионы. Ведь все есть. Все есть, кроме дорог. Нормально они мосты-то позакрывали. На каждом мосту тут и объездной. Это завода Уковская объездная. На ней 3 моста. На каждом мосту висит знак. 30 тонн общая масса. То тут все с нарушениями идут. Это только что есть кто без груза идет. Ну или груз небольшой у него. А так-то, ну в основном-то по стандарту-то едем. 20 тонн везем, плюс прицеп, где-нибудь от 7 до 10, плюс тягач, где-нибудь тоже от 7 до 10 весит. Вот вы посчитайте сразу же. Сколько? Тут больше 30 тонн общей массы вообще, ну выходит однозначно. Вот у меня сейчас 20 тонн, 20-300 я везу. У меня тягач 8 тонн и прицеп 7. Вот и считайте сколько. Какой я тут прохожу. Я уже тут не попадаю. Уже превышает у меня все.
А куда тут деваться-то? Вот выезжаем из Тюменской области потихоньку.